Маленький Максим в первый раз в детском саду. Пока на полдня. Но, похоже, малыш рад. Счастливая мама. В садике тепло, очень светло там, ярко. Вот. Мебель новая. Ну, мне понравилось. И Максимке тоже понравилось. Время прогулок, и двор нового детсада оживает. Ледяных и снежных фигурок, конечно, пока нет. Дошкольное учреждение двери открыло лишь в середине декабря. Зато есть где разгуляться малышне. Территории детского сада позавидуют многие городские детские сады. Садик сейчас работает в рабочем режиме, то есть группы наполняются. Но это не происходит сразу, потому что кому-то из детей нужно адаптироваться, то есть они не полный день приходят, кто-то уже на полный день. А вот новогодние утренники провели в каждой группе и в этом уютном музыкальном зале. Воспитатели решили, праздник в новых стенах для деток будет. Жители этого дома, сказочного дома, они будут иметь возможность получать именно тот момент воспитания, который сегодня очень потребен для современных наших малышей. Открыть детский сад Роспотребнадзор разрешил в конце ноября, а штат был набран за неделю. Надо отметить, сегодня в коллективе работают как опытные воспитатели, так и молодые специалисты. Их 5. Захару Токмакову трудовую книжку оформили меньше месяца назад. На повара захотелось. Сериал насмотрелся, да. Ну, что-то и потянуло на повара. Учился в техникуме 2,5 года. Вот. Ну, коллектив и начальство хорошее. Просторные группы, спортзал, музыкальная комната и даже санузлы. Все оборудовано по новым требованиям. Покупка необходимого завершена. По полкам разложена методическая и художественная литература. Вскоре откроется кабинет робототехники. А здесь ждут своего часа новые лыжи. Еще осталось распаковать 24 ящика с игрушками. В этом саду, детском саду еще много работы предстоит. Во-первых, это, конечно же, озеленение, уличное оборудование мы будем докупать. Ну и я хочу сказать, что нам необходимо интерактивное оборудование закупать в это учреждение. Будем оснащать и улучшать жизнь наших детей. Конечно, новому детсаду рады те, кто попал в него, но очереди ждут еще 380 малышей. Поэтому в Ильгарте планируется строительство еще одного дошкольного учреждения. Это будет трехэтажное здание с бассейном на 240 мест. Сейчас муниципалитет готовит проектно-сметную документацию. Анастасия Тюрина, Олег Костромин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.